Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем вам о том, что происходит в Якутии. Наши корреспонденты поведают о мероприятиях в нашей республике. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. В начале выпуска о победах. Проект «Клуб любителей коневодства» детской некоммерческой организации при Амгинском центре творческого развития имени Ольги Ивановой-Сидоркевич выиграл грант президента России. В настоящий момент проект начал свою реализацию и проходит первый этап. Основная идея проекта – создать площадку общения, обмена опытом, дискуссий и преемственности поколений в сохранении традиций по коневодческому хозяйству. В данный клуб привлечены около 50 подростков от 13 до 16 лет из неполных и многодетных семей. На первом этапе дети встретились с профессиональными коневодами, руководителями и работниками хозяйств, где им провели экскурсии. Мы изучаем коневодство, как заботиться о коняшках и как их разводить. Я сюда пришел, потому что мы сами разводим, а так просто так хожу. Интересно, потому что... А вот тем временем в Нерюнгри уже прошли первые мероприятия, посвященные Дню оленевода. Под девизом «Лучший праздник года – День оленевода» здесь 14 марта проводят выставки, круглые столы, конкурсы и торжественные церемонии, посвященные этому традиционному эвенкийскому празднику. Подробности у наших коллег. Утро 17 марта для многих оленеводов началось не как обычно в тайге, а в администрации Нерюнгринского района, куда они были приглашены на встречу с главой района Романом Щегельняком. В режиме открытого диалога главы родовых общин задали свои вопросы и поделились насущными проблемами. Основные из них – это борьба с волками, рост цен на продукты, низкое денежное содержание чумработниц и самих оленеводов и опасения по поводу вымирания отрасли. И вот на все эти вещи нужно обращать внимание, может быть, даже на уровне законодательства Республики Саха-Якутия. Мы с этой инициативой будем выходить и на профильные комитеты государственного собрания ЛТМ для того, чтобы все инициативы доводились до правительства и, возможно, какие-то изменения и принятие решений, в том числе и по этим проблемам тоже. Но еще раз хочу сказать, что эти проблемы, они имеют долгую историю, как говорится, проблема с бородой, поэтому я уверен, что на эти проблемы необходимо обратить внимание как районному руководству, так и правительству республики. Далее все присутствующие отправились к памятнику эвенкийским каюрам-первопроходцам, где состоялась торжественная церемония возложения цветов. Памятник, идущий поперек хребтов, был установлен к 45-летнему юбилею города Нерюнгри и Нерюнгринского района. В прошлом году сюда впервые возложили цветы в память каюров-оленеводов, которые помогали осваивать земли Южной Якутии. С тех пор это стало традицией. В это время в Центре культуры и духовности имени Пушкина уже была подготовлена выставка фотохудожника Юрия Коковина «История одного праздника». В нее вошли 40 работ из огромнейшей коллекции на тему оленеводства. Я когда выложил, у меня одни олени, глаза, рога и так далее, неинтересно. Я сразу вспомнил, что у меня громадное количество людских портретов, которые, тоже неотъемлемая часть якутской природы. Ну и вроде бы как получилось. Я вот сегодня смотрю, хожу здесь, и люди подходят и мне говорят спасибо. Поэтому вывод такой. Эвенки – дети природы, и поэтому мне интересно их снимать. Тут же мастерицы села Йенгра представили свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства. На ней гости праздника могли увидеть куклы, шумовые инструменты, украшения и, конечно, традиционную обувь и одежду эвенков. Ведь пошив предметов одеяния практикуется во всех семьях этого народа. Костюмы вот эти, то, что висят, это моя работа, это ручная работа. Сама шью, выделываю, стараюсь для внуков. У нас на день оленевода будет конкурс у детей, а я вот эти костюмы они оденут и выйдут на сцену. Продолжил программу гастрономический смотр-конкурс национальных блюд. Все разнообразие эвенкийской кухни могли оценить присутствующие и члены жюри. Больше всего мне понравилось блюдо чукин. Это, получается, стейк из оленины. Как мне сказали, прожарки медиум. Они в этом молодцы, что знают такие прожарки. Меня это больше всего удивило. Все участницы большие молодцы. Блюда были
экзотические, я бы так сказал, непривычные обычному человеку. Они оленина, сердце, почки. Критериями оценки блюд стали мастерство, вкус, запах, совместимость продуктов, презентация и оформление. Блюда все мясо, оленина, субпродукты оленя, дичь и рыба, которая водится в наших реках, плюс чаи, морсы из наших ягод и трав. Завершился этот день праздничным обедом, где состоялось чествование оленеводов и вручение заслуженных наград. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Те, кто смотрит News on Air не в первый раз, уже знают, что в некоторых выпусках мы рассказывали о традиционных видах якутской рыбалки, таких как куюр, илим или мунха. Так, жители Устьянского района Якутии теперь начинают свою активную деятельность на свежем воздухе. В селе Казачье началась подледная рыбалка. На представленных кадрах большой любитель подледной добычи рыбы Николай Слепцов. Его мастерски снятые видеосъемки всегда завораживают зрителей. Предлагаем увидеть моменты подледной рыбалки в окрестностях села Казачье на реке Яна. А тем временем любительницы подледной рыбалки из села Кюбцы Усть-Майского района показали свой улов. И, судя по кадрам, рыбалка удалась. Женщины детально отсняли весь процесс подготовки. Показали, как они растапливают печку, как вручную собирают ледобур и подготавливают лунку. И, конечно, в конце ролика женщины поделились своим уловом. Поговорим и о культуре. Бесценно значимым достижением якутского народа является включение якутского эпоса «Аланхо» в список мирового нематериального наследия человечества, где песенный стиль исполнения дегерен занимает одно из ключевых мест. Песня дегерен характеризуется отсутствием или редкостью украшений, особой ритмикой и, разумеется, состоянием души. Так, на днях в столице республики состоялся концерт дегерен ЭГТ, на котором исполнители поделились с нами о том, насколько ответственно такое призвание быть исполнителем. Исполнять песню в стиле дегерен очень трудно. Для этого нужно упорно заниматься и проникнуться всей душой. Помимо этого, песня в стиле дегерен лечит людей духовно, начиная от психологического состояния, заканчивая физическим здоровьем. Также оберегает. У исполнителя таких песен здоровое тело, здоровый дух. В прошедшие выходные в Якутии отметили День Арктики. Для нашей республики значение Арктики очень велико, ведь 13 районов находятся в арктической зоне. Там же проживают большие общины представителей коренных малочисленных народов Севера. В столице региона на площади Орджоникидзе прошли праздничные мероприятия, где жители Якутска могли поближе познакомиться с культурой и обычаями народов, населяющих Арктику. Александр Хавренко продолжит тему. Арктика – суровый, но тем не менее прекрасный район, который всегда притягивал к себе романтиков и искателей со всего земного шара. Арктика – это невыносимые условия труда, но в первую очередь Арктика – это, конечно же, люди. Жители Арктики – это и оленеводы, и рыбаки, и охотники. В суровых северных условиях эти люди не просто живут и трудятся, но и чтут традиции и культуру предков. Проведение праздника День Арктики – это очень символично для жителей Аллаи, жителей нашей тундры. Конечно, она здесь, в общем-то, сохраняет наши культурные традиции. Ну, конечно, надо все это передать нашему будущему поколению. Тут и, несмотря все поколения должны участвовать, чтобы наше будущее поколение жили тоже этими традициями. Промысловая культура жителей Арктики – это, конечно же, работа с оленьими шкурами. Найти что-то более теплое, чем одежда из оленьих шкур, очень сложно. Сегодня мы показываем, что мы красиво шьем из нашей оленей шкуры вот коврики. Вот, пожалуйста, зимняя одежда мужчины, женщин. Обратите внимание на мой костюм. Это все шито из оленей шкуры. Это соболя, это чубуко, белые унты. Обратите внимание.
внимание, северные женщины, все мастерицы. Мой костюм шито моими сестрами. Начало дала обработка кожи моя мама Никулина Евдокия Семеновна. Очень тепло. Я вот просто все взяла и одела. Отдельных слов заслуживает, конечно же, арктическая кухня. Вот морожка, а это витамины. А морожку мы собираем, вы сами знаете, во время комаров, мошкары. Но вот сегодня какой март? Хорошая хозяйка родовой общины имеет даже до следующей ягоды, мы имеем в себе ягоду. Это витамины для наших детей, для себя. Снежника. А она особая, такие только растут на тундре. Из оленины у нас, пожалуйста, печенка, оленье мясо, пожалуйста, да, особо приготовленное мясо оленины в собственном соку. Ну и, конечно же, обряды. Например, такой, как обряд очищения. Кстати, практически каждый, пришедший на праздник, пожелал пройти этот обряд. Совета старейшин малочисленных народов севера Республики Саха. Вот это специальный обряд. И сейчас нам чуть-чуть поподробнее о нем расскажут. Скажите, пожалуйста, а что это был за обряд, как он называется? Это обряд Тивкамон, обряд очищения и прошения у солнца, земли, блага, здоровья и всего счастья. Надеемся, что обряды сработают, и жители республики будут здоровы и счастливы, и с нетерпением будут ждать следующего праздника – День Арктики. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. И в завершении белая медведица, которую обнаружили в поселке Джибари-Кихая Тампонского района, обжилась в московском зоопарке и чувствует себя отлично. На видео можно увидеть, как Томпа, так назвали медведицу, нежится в снегу и играется. По словам работников, в вольере московского зоопарка создали условия, максимально приближенные к арктическим. Поэтому медведица очень довольна и резвится в снегу. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.